В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. Айсен Николаев обсудил с главой Минфина страны подготовку к отопительному сезону и исполнение бюджета. Кроме того, были рассмотрены необходимые меры государственной поддержки во исполнение поручений президента. До 18 июля в республике должны увеличить поставки топлива на АЗС и Южной Якутии. Временные ограничения для физических лиц сохраняются до поступления дополнительных объемов. Быстро, просто и анонимно до конца месяца жители Усть-Якутска могут бесплатно проверить свое здоровье. Расскажем о профилактической акции. «Голос Дальнего Востока» звучит в Якутске. В столице республики прошел конкурс вокалистов и авторов-исполнителей. Познавательные уроки и различные активности. В республике продолжается пора летнего отдыха в лагерях. Якутия и Минфин России синхронизировали планы. В Москве глава республики Айсен Николаев и министр финансов Антон Силуанов обсудили, как обеспечить стабильность бюджета, подготовить коммунальный комплекс к зиме и вовремя доставить топливо в арктические поселки. Бюджет региона исполняется устойчиво. Социальные объекты строятся, а ключевой фокус на северном завозе и отопительном сезоне, чтобы в отдаленных улусах тепло и свет не зависели от расстояния и погоды. Стороны договорились продолжать системную работу. Федеральная поддержка помогает Якутии балансировать финансы, а республика, в свою очередь, демонстрирует ответственность в исполнении поручений президента. Председатель правительства республики дал поручение отработать и в течение 3 дней решить вопрос по источникам наращивания поставок и обеспечения топливом районов Южной Якутии. Мониторинг цен и запасов нефтепродуктов в республике проводится ежедневно. По данным на 14 июля в пути более 700 вагоноцистерн топлива, в основном дизель, которые направляются в Томот и Нижний Бестяг. По поручению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака для Якутии определены дополнительные объемы поставок, утверждены графики отгрузки на июль и август, а также достигнуты договоренности о прямых поставках дизеля и сохранении поставок авиационного топлива. В Якутске проводили группу бойцов республиканского добровольческого отряда «Ботур». На протяжении 1,5 месяцев добровольцы проходили интенсивный курс подготовки по тактической медицине, инженерному делу и отработке совместных действий. Важным событием стало официальное открытие в учебном центре класса симуляторов беспилотных летательных аппаратов, для которого сейчас активно формируют материально-техническую базу. Планируется, что новое оборудование позволит будущим курсантам бесплатно и безопасно освоить навыки пилотирования и ведения воздушной разведки дронами. У нас открылся учебный класс по БПЛА, симуляторы по FPV-дронам и обучаем пилотировать беспилотными летательными аппаратами. И обучаем, как сохранить жизнь от атаки БПЛА. Они учились месяц и 1,5 месяца. Подготовку проходили по тактической подготовке и первой медицинской помощи. В детском загородном санаторно-оздоровительном лагере «Энергетик» развернулась настоящая школа мужества и патриотизма. Участники смены приняли участие в проекте «Вместе мы патриоты России». Подробнее об этом в сюжете Степана Черненко. Организаторами патриотического проекта выступила Национальная библиотека совместно с управлением Роспотребнадзора Республики. Их представители отмечают, что проект пользуется поддержкой у правительства и, что самое главное, нашел отклик у подрастающего поколения. Самое отрадное то, что наш проект поддержан государственными служащими Республики Саха-Якутия. Вот сегодня у нас участником первым является управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. И непосредственно далее примут еще участие прокуратуры республики, Следственный комитет, счетные палаты, Министерство финансов. Ну, государственные служащие, они всегда рядом, как говорится, с народом. Поэтому мы очень рады, что проект наш поддерживается. Этот проект инициирован как продолжение медиапроекта «Литературный перерыв», который объединял библиотеку и организации города Якутска. Инициатива выезда началась с лагеря «Энергетик», в котором уже активно продвигается патриотическое воспитание. 2 сезона подряд около 400 ребят отдыхают и параллельно проходят курс молодого бойца. Очень насыщенная программа у них. После обеда конкурсы, мероприятия проводятся, а вечерние – это наши общелагерные мероприятия проходят. Проводят занятия инструктора
центр воина, а курирует их Александра Васильевна. Торжественная линейка, звуки гимнов и равнение на флаг. В лагере «Энергетик» патриотическая тема ключевая на протяжении 2 сезонов. Каждый поток собирает рекордные 400 участников со всей республики. И это не просто пассивный отдых. Каждый день ребят расписан буквально по минутам. Подъем в 7 утра, зарядка, завтрак, потом до обеда у нас занятия, то есть учат, как правильно использовать турникеты медицинские, как правильно держать автомат, ну и так далее. Под руководством опытных инструкторов школьники проходят подготовку, сборка автоматов на скорость, тактические игры и строевая подготовка. Здесь каждый учится по дисциплине и командной работе. Степан Черненко, Иван Царкаумов, Якутск. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному оснащению и обеспечению участников специальной военной операции. В рамках федеральной программы якутские производители готовят к поставке на фронт снегоболотоходы, дроны и электромотоциклы. Кроме того, республика планирует закупить очередную партию материально-технических средств для нужд вооруженных сил Российской Федерации. В перечень войдут приборы для противодействия беспилотным летательным аппаратам, запасные части к снегоболотоходам и другое необходимое оборудование. Мы продолжаем работу по приему и доставке гуманитарных грузов. Это и транспорт, и техники, предоставленных от предприятий и организаций, ну а также жителей республики для передачи нашим бойцам. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции продолжаются. Региональная ассоциация участников специальной военной операции подвела итоги общественной работы. За отчетный период организация провела серию уроков мужества, вручила новые членские удостоверения, а также наградила ветеранов якутскими ножами. Такие памятные подарки получили бойцы не только в столице, но и в улусных филиалах, включая Мегино-Кангаласский район. Сегодня эта работа продолжается на площадке молодежного центра «Патриот». Там проходит патриотическая встреча своим примером, где школьники и студенты могут лично пообщаться с участниками спецоперации. Это помогает молодежи больше узнать историю Российской Федерации, также узнать историю специальной военной операции, а ветеранам она помогает адаптироваться к мирной жизни и приблизиться к нашей молодежи более понятным и разъясненным языком. Хочется обратиться ко всем ветеранам. Вступайте в наши ряды, вступайте в ассоциацию ветеранов СВО. Давайте вместе друг другу помогать и решать те или иные вопросы. Жители и гости Якутска могут бесплатно и анонимно проверить здоровье. До конца этого месяца пройти тестирование на ВИЧ, гепатит Б и С, сифилис и туберкулез можно прямо во время прогулки на свежем воздухе, в парке культуры и отдыха, на Талом озере и на городском пляже. Подробнее об акции смотрите в сюжете. ВИЧ, гепатиты, сифилис и туберкулез – невидимые инфекции, которые тихо и постепенно разрушают иммунитет, печень и легкие изнутри. Часто болезнь годами не подает сигналов, поэтому единственный способ узнать о них вовремя – сдать анализ крови. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом ежегодно проводит тестирование для всех желающих. Одно из профилактических мероприятий снижения распространения инфекционных заболеваний у нас является это ранняя диагностика и повышение информированности населения. Проводим ИХ-тестирование 4-го поколения с точностью до 99,9%. Кровь берется капиллярно из пальца одноразовыми скарификаторами, и через 15 минут уже сдавший узнает свой статус. Процедура занимает всего несколько минут, совершенно бесплатно, а результат сообщают строго конфиденциально. Жители города каждый раз активно пользуются акцией. Очень рада, что я живу в Саха-Якутии, что я воспользовалась таким медицинским обслуживанием, просто гуляя в парке. Я прошла тестирование, не больно, очень быстро. Заполняешь анкету, и через 15 минут будет результат. Мы узнали от знакомых и решили прийти в парк, проверить свое здоровье, потому что мы следим за своим здоровьем и решили воспользоваться такой акцией. Специалисты не только проводят диагностику, но и рассказывают, как и чем защитить себя и близких от инфекций. Мобильный пункт работает в парке культуры и отдыха с 15 по 23 июля. Также медики будут работать на городском пляже с 16 по 22 июля и на набережной озера Талова 30 июля. Организаторы напоминают, ранняя диагностика помогает вовремя начать лечение и сберечь свое здоровье. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск.
Сегодня 15 июля, профессиональный праздник у врачей-гинекологов. Это хороший повод напомнить, что за каждой цифрой и процедурой стоит труд врачей, которые ежедневно помогают сохранять репродуктивное здоровье женщины и делать все возможное, чтобы будущие поколения росли здоровыми. Наши коллеги из Нерюнгри расскажут об обновленной женской консультации, учреждении, которое не только много лет служит опорой для жительниц района, но и сегодня выходит на новый уровень работы. Зданию женской консультации в этом году 40 лет. Чуть меньше года назад учреждение возобновило работу после капитального ремонта. Одно из самых заметных улучшений, обрадовавших пациенток – работающий лифт. После капитального ремонта в распоряжении врачей современное оборудование, которое повышает точность диагностики. В частности, новые пульпоскопы, ультразвуковой аппарат высокого класса. Для максимально адресной помощи в структуре консультации работают специализированные кабинеты. Кабинет подросткового гинеколога, кабинет врача-онкогинеколога, кабинет планирования семьи. С 2015 года мы активно занимаемся проблемой бесплодия у бесплодных пар. С 2015 года активно действует программа бесплатного экстракорпорального оплодотворения, также переноса бесплатного эмбрионов. Каждый год число женщин, состоящих на учете с бесплодием, увеличивается. Число женщин, прошедших процедуру УКО, тоже становится больше. За 6 месяцев 2026 года 35 женщин получили квоты на данную процедуру. С 2024 года в женской консультации проводится ежегодная диспансеризация женщин репродуктивного возраста от 18 до 49 лет. Направлена на своевременное выявление заболеваний репродуктивной системы и факторов риска их развития, что может повлиять на зачатие, течение беременности, родов и здоровье будущего поколения. Диспансеризация проводится один раз в год прикрепленному населению у нас в женской консультации, либо в кабинетах акушера-гинеколога поликлиник поселка Чульман, Серебряный Бор, а также при помощи выездных бригад. Женская консультация рассчитана на 300 посещений в смену. Главная задача – охрана здоровья матери и ребенка. Здесь оказывают полный спектр амбулаторно-акушерской гинекологической помощи. Сопровождают женщину от момента планирования беременности до послеродового периода, занимаются профилактикой и лечением гинекологических заболеваний, оказывают психологическую поддержку в ситуации репродуктивного выбора и помогают сформировать позитивный настрой на материнство. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В этом году эпидемиологи отмечают снижение случаев укуса человека клещом. Специалисты связывают это явление с мерами профилактики, которые ежегодно проводятся в Алданском районе. Тему продолжит Руслан Павлов. Профилактические мероприятия по предупреждению и безопасности населения от укуса клещом действуют и влияют на показатели. На середину июля в Алданском районе зарегистрировано более 80 обращений граждан в медучреждения, тогда как в прошлом году на эту дату цифра была больше наполовину. На данный момент 87 человек у нас укушены, из которых 7 положительных проб, что по сравнению с прошлым годом, 2025, конечно, замечается снижение. Было более 130 укусов. Также проводится ревакцинация, вакцинация на постоянной основе. Уже на данный период более 2500 граждан получили первую и вторую прививку, более 130 получили уже по третьей прививке, и также более 800 человек получили ревакцинацию. На снижение эпидемиологических показателей влияет ряд факторов, и самый весомый – это профилактика. О ее влиянии говорит статистика, которая указывает на ежегодный рост желающих привиться от клещевого энцефалита. Конечно, да, это также сказывается полностью организация работы, сказывается акарицидная обработка, и также ответственность граждан, которые идут сознательно вакцинируются, потому что Алданский район является эндемичным по клещевому энцефалиту, и рекомендательный характер и носится прививаться всем, так как даже на данный момент включен, получается, в обязательный календарь прививок данная вакцина. Надо ставить, потому что клещей много. И знаю знакомых, кого кусали. И ставить надо прививку. И от гриппа, и от клещей, от всего. Активность клеща сохраняется до середины сентября, поэтому при посещении лесных зон и парков необходимо соблюдать меры предосторожности. В первую очередь не оставлять открытыми и доступными части тела. Если же вы нашли на нем паразита, постарайтесь как можно быстрее обратиться к специалистам в медучреждения. Руслан Павлов, Алдан.
Подвели итоги 19-го СЭХа «Аланхо», который прошел в этом году в Кобяйском районе. Руководство республики подвело итоги масштабного национального праздника и отметило лучших организаторов, внесших вклад в его успешное проведение. 19-й СЭХ «Аланхо», прошедший 4 июля под девизом «О трех реках и бьющемся сердце якутской земли», открыл третье десятилетие эпоса, объявленное главой Якутии. Отметим, что за 3 дня состоялось более 40 культурных, спортивных и обрядовых мероприятий, а сам праздник посетили свыше 15 тысяч человек. В 2027 году СЭХ «Аланхо» примет Ленский район. Мы сегодня здесь соберем самых активных, самых ответственных, кто непосредственно работал в организации нашего СЭХа. Это и руководители ответственных комиссий, это спонсоры наши, кто непосредственно занимался, выполнением различных работ, кто занимался финансированием. Это наши волонтеры, активисты, руководители учреждений. Якутск стал одной из остановок музыкального фестиваля конкурса «Родники. Дальний Восток». На одной сцене встретились начинающие вокалисты и авторы-исполнители. Лучшие участники получат приглашение на всероссийские финалы, а также поддержку наставников и профессионалов индустрии. Тему продолжит моя коллега Лилия Бурцева. Якутск стал 4-й остановкой дальневосточного тура команды проекта движения «Газманов-Родники». Московские эксперты проводят очные прослушивания, чтобы выбрать лучших исполнителей округа. По итогам отбора в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Якутии и Забайкальском крае определятся финалисты, которые продолжат борьбу за победу. Главная цель нашего конкурса, и даже не конкурса, сегодня движение «Газманов-Родники» – это экосистема, которая объединяет музыкантов, всех тех, кто любит петь. И главное, конечно, мы внимание обращаем на непрофессионалов, тех, кто только делает первые шаги на большую сцену. Для жюри важно не только чистое исполнение. По словам Родиона Газманова, настоящий артист должен уметь удерживать внимание зрителя, быть искренним и проживать каждую песню на сцене. Планка у проекта высоченная, и все города показали себя очень хорошо. То есть к нам приходят не конкурсанты часто, а уже готовые артисты. А готовый артист – это не только попадание в ноты, это образ, это вера в то, что ты поешь. Это уже не волнение на сцене, а восторг от зрителя. Потому что все эмоции, которые артист испытывает на сцене, он передает своей аудитории. На сцену выходили как дети, так и взрослые. Для многих из них музыка стала делом всей жизни. Поэтому каждый старался не просто исполнить композицию, а оставить о себе яркое впечатление. Занимаюсь я вокалом с самого детства. Буквально с детского садика я участвовал там. Песню выбрала сначала мама, потом руководитель оценил, и уже я. Хорошо оцениваю и желаю всем выступить тоже хорошо, на максимум. Пою песню собственного сочинения, на слова своей очень хорошей знакомой Нургуяны Даниловой, мелодия моя. Здесь все очень хорошо поют, все очень хорошо выступают. По итогам очного отбора на Дальнем Востоке в финал выйдут 14 взрослых исполнителей и столько же детей. Уже 19 сентября они встретятся на большой сцене в Биробиджане, где состоится финальный концерт. Победители получат право представлять округ на всероссийских конкурсах «Родники-2026» и «Родники-дети-2027». Перед финалом участников ждет профессиональная подготовка, занятия с вокальными педагогами, режиссерами, стилистами и звукорежиссерами. Лилия Бурцева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутском музее имени Ярославского провели обряд Ококири, посвященный началу сенокоса. С середины июля якуты традиционно приступают к заготовке сена. В этот день семьи приветствуют друг друга оладьями, пьют кумыс или бырпак и отмечают начало сенокоса. Музей отмечает эту дату уже 4-й год. В рамках этнографической программы открыта однодневная выставка коллекции народного мастера Марка Слепцова из фонда музея «Коса. Мое резное дело». Кроме того, будет показан документальный фильм «Алла Саттаха Турсу Аллах» и проведен мастер-класс по народным ремеслам. Марк Петрович Слепцов, уникальный человек, родился в 1947 году в Горном Улусе. Вот он после школы за 12 дней, будучи выпускником школы, за 12 дней накосил 155 центнеров сена. Это рекорд был тогда и для взрослых людей. За всю свою жизнь он изготовил более 420 кос ручной работы, накопил очень большую коллекцию. Это была совершенно уникальная коллекция. И в 2015 году наш музей приобрел часть этой коллекции, 206 кос, и здесь мы экспонируем только ее часть.
Все о птицах, обитающих в Ленском районе, узнали воспитанники дневного лагеря при Центре дополнительного образования Сергея. Они посетили урок краеведения, который провела сотрудница детской библиотеки. Дети с интересом слушали, задавали вопросы и делились своими знаниями. В связи с непогодой, проливными дождями последние несколько дней для детей, пребывающих в лагере дневного пребывания, педагоги организуют мероприятия в помещениях. Так, сегодня в зале боевой славы урок краеведения провела для ребят сотрудница библиотеки. Она рассказала школьникам о птицах, обитающих в Ленском районе. На эко-уроке дети узнали, какие виды журавлей обитают в Якутии, их образ жизни, места зимовки, меры по сохранению популяризации журавля. И, конечно же, услышали много о священной птице Якутии – стерхе. В Якутии считается стерх священной птицей. Увидеть его к большому счастью. Они очень пугливы, поэтому наше главное юнацкое с вами правило – никогда не подходить к их гнездам, если вы вдруг когда-либо их увидите. Дети оказались очень любознательными и неравнодушными к птицам. Они отлично знают многих птиц, рассказывали даже свои истории, связанные с определенным видом, который им приходилось где-либо встречать. Все 40 минут, что длился урок, дети с интересом слушали и задавали вопросы. Многих птиц ребята не знают. Те, которых мы видим в городе, они часто нам встречаются, а тех, которые больше в лесах и в тайге находятся, вот больше им была посвящена сегодняшняя тема. Меня дети всегда удивляют. Они иногда знают те факты, о которых мне хочется им рассказать, но они меня опережают. И это меня, конечно, воодушевляет и вдохновляет дальше работать именно с ребятишками, именно новые темы какими-то открывать. У нас всегда получается очень интересный диалог. Мы рассуждаем, обсуждаем, строим беседу. Они очень активные, очень познавательные. Может быть, иногда думают, что дети у нас не сильно заинтересованы в каких-то вещах, но это на самом деле не так. Можно очень сильно удивиться их знаниям. Также в процессе экоурока дети по звуку определяли птиц. Ребята признались, что из сегодняшнего урока по краеведению они узнали много нового и интересного. Нам рассказывали, которые птицы у нас живут в Якутии. Мне было очень интересно. Я раньше думала, что сова и филин – это одно и то же, оказывается, нет. В планах у организаторов провести еще несколько экоуроков по краеведению, затронув темы экологии, флоры и фауны. Так как Ленский район очень богат историей краеведения, хочется, чтобы подрастающее поколение знало как можно больше о ней. Светлана Балеева, Ленск. В городе Мирный прошла ежегодная спартакиада среди детских оздоровительных лагерей. Это уже не просто соревнование, а настоящая традиция, насчитывающая более 15 лет. Каждый год юные спортсмены собираются, чтобы помериться силами, но главное, чтобы сплотиться духом. В этом году детей ждали захватывающие состязания. Мини-футбол, пионербол и, конечно же, всеми любимая эстафета. На спортивных площадках развернулись настоящие баталии, где каждый забитый мяч, каждый удачный пас вызывал бурю эмоций. Но спартакиада – это не только спорт, это про дружбу, про поддержку, про то, как важно быть командой. В этом году принимает участие у нас 5 команд. Это у нас 26-я школа, 12-я, 1-я детско-спортивная школа. Соревнования традиционные, посвященные празднованию Дня города Мирного и алмазодобытчик. Здесь на поле раскрывались не только спортивные таланты, но и настоящие характеры. Ребята демонстрировали волю к победе, неутомимость и стремление к лучшему. И что особенно ценно, они учились главному – принимать поражение с достоинством и искренне радоваться успехам соперников. Ведь настоящий чемпион – это тот, кто уважает своего противника. Лагерь очень хороший, мне все нравится. Девочки и вообще весь отряд очень хороший, я всех люблю. Также вожатые очень хорошие и директор самый лучший. Эта спартакиада стала ярким примером того, как спорт может объединять, вдохновлять и воспитывать. Юные участники, несомненно, увезут с собой не только медали и дипломы, но и бесценный опыт, который поможет им в дальнейшей жизни. Ведь именно здесь, в атмосфере честной борьбы и товарищеской теплоты, куется настоящий характер. Анна Васильева, Мирный. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.